Қымбатты достар, қымбатты оқырмандар, құрметті ата-аналар, балалар, бүгін халықаралық отбасы күнімен құттықтаймыз. Рухани қоғам әлемі қоғамдық қоры бүгін сіздерге арнап, отбасы қарым-қатынасы тақырыбындағы онлайн курсымызды бастаймыз. Біздің лекторымыз, яғни дәріскеріміз Қойшыбаева Мира, педагог, культуролог, психолингвист. Осы тақырыпта «Укрепление взаимоотношений в семье» атты екі тілде өтетін бүгінгі онлайн курсымызды тамашалауға шақырамыз. Здравствуйте, меня зовут Мира Қойшыбаева. Я педагог, психолингвист, культуролог. Сегодня мы начинаем с вами обучающий семинар «Укрепление взаимоотношений в семье». Этот семинар появился как плод уже насущных проблем, которые у нас возникли в современности. И мы попытались по максимуму в кратчайших объемах собрать для вас самую необходимую информацию о том, что такое семья для государства, какова ее важность для нации, одной семьи, какова ее важность для вашего рода, целого рода, и какие ценности, как это все выстраивалось и выстраивается в вашей семье и благодаря вашему роду. Далее мы также рассматриваем развитие личности, как в семье, так в целом, для того, чтобы как-то решать те или иные задачи и проблемы в современной жизни. И, конечно же, обязательно мы захватили взаимоотношения с детьми. Это у нас, кстати, будет отдельный курс, когда мы будем рассматривать, как взаимоотношения со старшими, с равными, с младшими, насколько важны и какие у них особенности, как уметь грамотно взаимодействовать, чтобы быть в гармонии с природой, то есть зная законы природы, зная то, как взаимоотношения были созданы природой и по каким законам, и следуя им, избежать максимально каких-то проблем и страданий. И начнем мы с вами с такой вот, скажем, аллегории. Это сравнение с таким вот парусником. Есть такой один хороший рассказ о том, насколько это напоминает взаимоотношения в семье и саму семью в целом. Посмотрите, да, парусник, он такой красивый, он такой мощный. Он действительно, вот когда выходит в море, что происходит? Что происходит? Здесь это настоящая борьба. То есть море здесь всегда олицетворение жизни, самой жизни. И у меня вот на этот момент вот хотела бы зачитать. Какая красивая штука этот парусник, что кренится от ветра, стремительно разрезает носом волны. Ветер надувает, клонит парус, а килем упирается в воду. Под давлением ветра скользит туда, куда направлен киль. Так, косым ходом, немного продвигается против ветра, потом ложится на другой галс, и все повторяется снова. Получается, что ветер борется сам с собой. И это изящная победа, которой люди обязаны ловкостью и терпением. Лавировать против ветра – это искусство. Такое же, как искусство, как лавировать в семье, во взаимоотношениях, в жизни, в самой жизни. Вот давайте мы немножко разберем. Разберем вот такой момент. Изначально, если рассмотреть сам корабль, вы представляете, да, сколько было усилий положено на то, чтобы создать вот это сооружение, да? Это сколько дерева, это сколько выверенных и точных расчетов, это сколько полотна, в конце концов. И здесь не должно быть ни малейшей ошибки. И, соответственно, сколько профессионалов трудятся
когда выходит в море. Следующий слайд. И здесь я хочу показать, разобрать с вами, что ценность семьи, дальше, ценность семьи, это, конечно же, как в корабле, это мачта, это сам корабль и киль. И мачта здесь – это муж, это мужское начало, потому что это эталон, это то, на что равняется вся семья, это сила, это ответственность. В каком смысле? Куда ветер дует, эта мачта, это парус лавирует. Соответственно, как сохранить корабль в безопасности. То есть это защита такая. То есть это функция мужчины, это защита семьи, это финансовая защита, это обеспечение семьи, это кормление, и это в первую очередь сила. Дальше. Женщина у нас это, конечно, корабль, киль. Это знание, мудрость, это направление. Корабль, мачта, она, весь паруса, они стоят, но куда ехать? Это киль, направление, повороты, какие нужны лавирования, это мачта, но далее смотрит все женщина. И все, что происходит на самом корабле, это все у женщины, дома, в семье. И вот здесь, следующий. И вот здесь давайте рассмотрим как раз-таки это море, ветер, как жизнь. То есть жизнь можно рассматривать с двух сторон, в зависимости от того, насколько слажена работа на корабле. Если там работают профессионалы, если они взаимодействуют в гармонии ради единой цели, то море – это не опасность, это уроки, это азартный такой интерес, это достижение каких-то целей вдвоем, вместе или всей семьей, если несколько поколений вместе живут. Вот. Дальше можно. И здесь хочу поговорить про род. Насколько мы понимаем, что такое семья в плане ценностей. Обратите внимание, я вначале сказала, чтобы создать корабль, это красивое, мощное сооружение, сколько нужно выверенных работ. А чтобы была создана семья, казалось бы, семья, которую порой в действительности молодые люди немного обесценивают, выходя и быстро разводясь. На самом деле, чтобы создалась семья, на это было положено столько жизней. Вот чтобы создать только одного члена семьи, это 128 предков за вашей спиной, по папиной и по маминой стороне до 7-го колена. Это были и войны, это были и какая-то борьба, и голод, и сколько было положено на то, чтобы выживал каждый ребенок. Выживало каждое поколение, и чтобы не просто выжило, а именно получило все эти знания, которые им передавались из поколения в поколение, получили все навыки и способности жизни, которые помогут в жизни, которые будут вести и будут гордостью в жизни. И наконец, вот вырастает ребенок, создает семью. Это такая радость, такая гордость для родителей, что этот ребенок, когда-то ребенок, он теперь создает свою семью. И выходит, как корабль, в новое плавание. Они выпускают, наконец, они дали на этом корабле, на своем корабле, они дали все знания, все то, что они сами приобрели, все, что они знали, они передают. И теперь остается только молиться, чтобы этот корабль красиво пошел и в любой шторм смог выжить.
в любом шторме мог лавировать и красиво это делать. И таким же статным, мощным вернулся к берегу. И получается, вот смотрите, и здесь у одного 128 за спиной, у другого, у супруга 128, или супруги, да, 128. То есть 300, как минимум, если там еще бывает кто-то где-то на войнах где-то погибли, или где-то люди там умирали, как раньше, приходилось, и еще были пары. То есть это может быть даже больше, но вместе с тем это столько людей наблюдают за тем, ну так скажем, образно, да, что сейчас создается вот такой корабль, такая семья. Вот только вот теперь вот с этой точки зрения представьте, какая ценность у семьи. То есть здесь они унаследовали силу и мудрость. Сейчас я вот эти две вещи вам хочу передать. Сила – это мужской род. Почему говорят «сила рода»? Потому что по мужской линии. Сила, вот как я вам показывала, мачта, да, это все по мужской линии. Это так создано природой, это было так из поколения в поколение, испокон веков. И сейчас что-то менять – это просто идти против природы. А вот мудрость и знание – это всегда была прерогатива женщин. Следующий слайд, если можно, я как раз подробнее разберу. Прерогатива женщин. Ну хорошо, тогда я сейчас сразу скажу насчет функции семьи и вернусь. И в общем, получается, на каждую семью ложатся вот такие 4 обязанности. Это хозяйственная экономическая функция. Ну, здесь понятно. Это базовая функция, которая необходима для безопасности, так скажем, защиты. Это все, что связано с материальным положением семьи. Репродуктивное, но не единственное, что часто очень путают, считая, что семью нужно создавать только чтобы для продолжения рода. Нет, это не единственная, но, конечно, важная функция, когда все, что создается в этой семье, что унаследовано было и создалось, оно должно пойти дальше. То есть это должно быть передано дальше. То есть для этого обязательно, конечно, репродуктивная функция. Как работает восстановительная функция? Это очень хорошо выглядит на примере очень занятых людей. Когда как корабль, который поплавал в море, столкнулся с какими-то преградами, штормами, проблемами, ситуациями, которыми надо было решать сознанием дела. И бывали какие-то действительно вещи, где бывают потери. Какие-то мелкие, но бывают потери, которые всегда нас расстраивают. И в этом смысле, когда человек возвращается домой, в семью, он что делает? Он восстанавливается. Он чувствует, что здесь он в безопасности, что здесь его любят, что здесь есть защита, что здесь спокойно. И вот это и есть восстановительная функция семьи. Никуда вы не можете, будь то дети, будь даже взрослые, восстанавливаются они в семье. Воспитательная, вот здесь начинается как раз самая важная часть, да, воспитательная функция. В каком смысле? Воспитывать здесь не только детей. Семья воспитывает в первую очередь взрослых. В каком смысле? Дети, они вырастают, понимая, что их родители любят, что, как мы бы ни говорили, сколько бы мы, чего бы мы ни достигали, чтобы мы не прикладывали каких-то там усилий, но пока мы не создаем семью, мы стопроцентные эгоисты. Мы живем ради себя. И на примере мамы, да, скажем, когда девушка вышла замуж и родила ребенка, тут природа перечеркивает эгоизм большим крестом.
потому что она забывает напрочь о себе, потому что ребенок захватывает 100% ее времени. Вот с самого первого дня своего рождения у нее нет совершенно на себя времени. И это вот здесь, это, конечно же, здесь должны помогать весь тот пример, все те вещи, которому молодые люди научились в своих семьях. То есть как жить в семье, не забывая про себя, но при этом умея взаимодействовать экологично с окружением и иметь возможность быть достаточно всегда ресурсным и наполненным, чтобы давать. Потому что воспитательная функция – это в первую очередь про давать. То есть у нас всегда страдает этот баланс брать, давать. И вот здесь зачастую вот на вот этой третьей функции и происходят проблемы, когда этого баланса нет. То есть либо кто-то из членов семьи уходит в крайность давать, 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 и потом уже невозможно, все, истощен человек. Либо брать, брать, это что тоже сказывается на взаимоотношениях. И на третьей функции зачастую семья становится перед такой дилеммой, перед кризисом, что она может распасться. Вот. Но все-таки, если хватило у данной семьи ресурсов, как говорится, тех моментов унаследованных, потому что унаследованных моментов для семьи это важная часть, это большой процент. В каком плане, что это пример родителей, как себя в таких ситуациях вести. И плюс воспитательная еще в чем функция. И когда сами уже опытным путем, поняв все уроки жизни, все-таки была это воспринята воспитательная функция, и кризис пройден, то выходят на социальную функцию. В каком смысле социальная функция? Это уже предназначение семьи. Вот это то, чем дорожит каждое государство. Потому что государство, оно строится на семьях. И у каждой семьи есть свое предназначение, потому что семья – это клетка государства. В общем, если по аналогии каждой личности, вы знаете, да, что у каждой личности есть предназначение. Ну или, скажем, миссия, да, в жизни. То есть то, что у него, то, чем он живет, чем у него сердце горит, то, к чему он стремится и что он хочет дать в мир, то, для чего он пришел в этот мир и что он будет давать. Да? Ну, как правило, специалисты, они выделяют здесь эти 4 типа. Первый тип – это правители. Правители, они всегда руководители, это те, которые умеют организовывать, умеют собрать, умеют структурировать, понять ситуацию и вести потом дальше в определенных ситуациях, обстоятельствах. Второй тип, это тоже, если брать по истории, например, да, то у правителя рядом всегда кто? Если у нас это, да, допустим, советник, визирь, да, это тот, кто обладает знаниями, тот, кто обладает мудростью, тот, у кого достаточно дальновидности предусмотреть и посоветовать. Да? То есть это сейчас, ну, скажем, это можно назвать учеными, исследователями, но те, кто занимается непосредственно информацией и переработкой знаний, и передачей ее в той форме, в которой готово общество получить. Третий тип – это, скажем, люди, которые занимаются торговлей, экономика. Да? То есть это всегда был взаимообмен. Это взаимообмен, и это даже не столько взаимообмен деньгами, а взаимообмен опытом, взаимообмен культурами, да?
И четвертый тип, но это уже непосредственно люди, которые занимаются творчеством, работают, трудятся. Вот. Если брать по аналогии, вот я просто привела аналогию, и каждая личность, она формирует большее вокруг себя, когда она взаимодействует. И вот семья. И каждая семья по аналогии имеет функцию, имеет свое предназначение. То есть очень популярный, например, рассматривать для наглядности такую семью, как говорят, родовые профессии по наследству, например, когда врачи. Я из семьи врачей, говорят там, например, да, или у меня все там в семье учителя. Так. То есть о чем это говорит? Что ребенок, который вырос в семье учителей, он умеет перерабатывать информацию быстро, то есть так, как это, как на примере родителей. То есть где они ему как подсказывают, нежели, например, как, скажем, в семьях, где, например, родители спортсмены. Ну, это для наглядности, я так говорю. Я к тому, что у семьи вот здесь раскрывается предназначение. Что она несет в государство, что она несет в социум. И вот основная, и вот это вот функциональная ценность семьи. То есть ценностей у семьи много, но это функциональная такая ценность. И когда возникают первые конфликты на фоне функциональной ценности, когда, например, дети из семей с разными ценностями объединились. И, то есть, если, например, в одной семье ценности были книги, знания, там, скажем, да, но считали, что деньги, ну, в большинстве случаев, да, где-то вот такие вот семьи, они к деньгам относятся поверхностно, что это не главное. И, допустим, женится на девушке, где из семьи бизнесменов, скажем, где действительно люди умеют считать каждую копейку. Это такая важная часть. И получается первые какие-то вот уроки жизни, да? Когда один другому пытается донести, насколько важно уметь считать, а другой пытается донести, насколько важно владеть текущей информацией и быть на волне, так сказать, современности. Да? То есть это вещи полезны друг для друга. То есть в природе всегда противоположности притягиваются именно для того, чтобы друг друга совершенствовать, друг друга выдвигать, так сказать, выталкивать в рост, в развитие. И вот если умеют люди взаимодействовать экологично, этот рост происходит. И если же они сталкиваются, то происходит конфликт. Вот. Но это я так вот коснулась немного. Теперь непосредственно перейдем, давайте, ко второму пункту сохранения развития семьи. Да? И вот мы немножечко поговорили о развитии о личности непосредственно. И вот здесь важно понять, что поскольку семья, она состоит из личности, насколько будет она крепкой, насколько будет она интересной, функциональной для государства, скажем так, да, это зависит непосредственно от той личности, которая формирует эту семью. Так вот, что для этого ей нужно, скажем так, да? То есть у некоторых это действительно по наследству от родителей этот навык передан. Но обратите внимание, почему сейчас постсоветское пространство страдает тем, что очень большое количество по статистике разводов, потому что вся та мудрость наших предков, она была утеряна в силу того, что были репрессии, войны. Действительно, когда сила вот рода, которую я объясняла, да, вот помните, да, то есть мужская часть, сила рода, она исчезла.
А когда исчезает сила рода, то происходит в природе замещение. На мужскую часть начинает выполнять женская. То есть начинают силу приобретать женщины, но теряют мудрость. Потому что они функцию уже, вот это вот знание, мудрость, они здесь не могут, не успевают, не получается уже выполнять, потому что им нужно выжить. И вот когда произошел вот этот вот, ну такой вот, да, кризис, скажем так, в тот момент, да, то получилось, что семья стала выпускать, это уже вот в советское время, начала выпускать таких вот, ну в кавычках скажу, гибридов, да, когда выходят сильные женщины и мудрые мужчины, то есть пошли против природы. А когда мы идем против природы, это обязательно будет страдание. Это такой закон. Так вот, здесь это вот первая часть, которую личность должна осознавать. И второе, все в природе и вообще в жизни, оно же просто так не происходит. Это же все уроки. Это все уроки, как говорят, вот если вы посмотрите перевод слова «проблема» с английского, это не проблема то, как мы ее понимаем. Problem переводится «задача». Для нас же проблема – это какой-то тупик. Все. А это задача, которую нужно решать. И вот тут получается, что если человек, личность, принимает ученическую позицию по жизни, то есть не видит в ком-то врага, а видит учителя, на что он сейчас мне указывает, почему я на это реагирую вот так. Видит в этой ситуации не проблему, а урок. А почему это у меня в жизни произошло? А почему? Потому, вот заметьте, что жизнь, она дает всегда по силам. И просто так, как говорится, самое сложное, которое ты не можешь решить в своей жизни, оно к тебе не придет. Это опять-таки законы природы. И запомните, чем сложнее, чем сильнее страдание, тем, значит, сильнее личность. Потому что на Олимпиаду двоечников не отправляют. Вот в чем суть. Поэтому здесь обязательно нужна ученическая позиция. И когда человек понимает, что все-таки это уроки жизни, а это учителя вокруг меня, да, и здесь нужна будет самодисциплина. В том плане, что чтобы себя не расслаблять, то есть и уже начинать учиться. Ну, это я так это все говорю, конечно, поверхностно. Более подробно мы будем разбирать, я так полагаю, да? Мне главное вот здесь вот. И я захвачу. Так, теперь, когда все основные навыки приобретены личностью непосредственно, мы перейдем уже к закону иерархии, который дан нам природой, как говорится, вместе самых истоков рождения. То, что мы утеряли, зачастую в большинстве случаев, не говорю, что во всех, но в большинстве случаев, в большинстве семей закон иерархии не работает. А это очень важная часть, которая и дает вот эту вот гармонию, и дает очень такую преемственность. Отношения, возьмем первое, это отношения со старшими. Отношения со старшими – это очень такие важные отношения. В каком смысле? В том, что жизнь человека, она энергия человека, она питается старшими. То есть корни – это старшие. То есть все идет через старших, и все мы получаем от старших. И здесь никогда не бывает в обратную сторону, по природе это противоестественно, чтобы, например, младшие бы получали бы старших. Ну, если вот так вот брать, что мудрости у старших всегда больше, опыта у них всегда больше. И это если говорить.
А в природе это, как говорится, даже и говорить об этом не нужно. И если это понимает личность, да, и никогда не перечит, а только внимательно прислушивается, если даже старший не прав, но такие вот проявления, какие-то вот противоречивые, они не должны иметь места. Почему? Потому что здесь срабатывает закон сохранения энергии. Если младший противопоставил себя старшему, то по закону сохранения энергии его младший будет с ним спорить. Почему наши дети сейчас с нами спорят? Потому что мы спорим с родителями. Почему наши дети сейчас нас не слушают? Потому что мы не слушаемся наших родителей. И мы где-то считаем себя умнее родителей. Здесь не то, в чем вы правы, не правы. Это не вопрос об этом. А о том, что по закону сохранения энергии у старшего закралась боль. Может быть, она легкая, не сильная, он никогда не покажет. Например, это мама, да? Но ей было неприятно, что, например, какое-то такое вот изречение услышать там от сына или от дочери, да? Она об этом не скажет, она это проглотила. Но эта боль, она на уровне вибраций, и причина следственных взаимоотношений вообще в целом в природе, эта боль восстановится за счет боли этого младшего. Поэтому это такой нюанс маленький, да, но он в глобальном смысле он порождает вот такие проблемы во всем государстве, что происходит в основном на Западе и на Востоке. Таких вещей не происходит. На Востоке, где, я имею в виду Китай, Япония, Индия, где вот сохранены вот эти вот законы иерархии, то это в малом количестве. Это вот относительно взаимоотношений со старшими. Так как же происходит, что я еще могу добавить, еще немножко толику, да, со старшими, это то, что мы должны постоянно быть благодарны к старшим. И старшие — это не обязательно родители, это учителя, это руководители наши, руководство, да, это если это семья, муж и жена, это муж. То есть по статусу мужчина старший, поскольку он стоит на защите, в природе он стоит на защите. То есть если сейчас это финансовая, но это защита. Поэтому может быть, большинство в аудитории со мной захотят поспорить в плане того, что может ли жена перечить мужу или нет, то согласно законам природы нет. Она может аккуратно, в диалоге, экологично донести свое мнение, но не спорить и не перечить. Вот. Там какие там нюансы мы можем потом разобрать. Далее взаимоотношения с равными. С равными это могут быть коллеги, это могут быть там однокурсники, там, это могут быть подруги, друзья, братья, сестры, там, если по возрасту совпадают. То есть это те, с кем мы общаемся, делимся, имеем какие-то общие интересы. И это должно составлять 60% нашего общения. То есть обратите внимание, что взаимоотношения со старшими это 20%, с младшими 20%. И 60 должно быть с равными. Почему? Потому что развитие идет, когда мы общаемся с равными. То есть от старших мы получаем, но у нас нет возможности обсудить, у нас нет возможности это рассмотреть с разных сторон. То есть мы видим это по-своему, но с равными мы можем услышать другую точку зрения, которая раскроет этот момент. Вот. И другие моменты, которые мы не все можем обсудить со старшими, но мы это можем обсудить с равными. Мы не все можем рассказать старшим и младшим, но мы это делаем с равными. То есть здесь вот это вот важная часть, функция отношения с равными. И, наконец, вот взаимоотношения с младшими. Значит, согласно этому закону иерархии,
Наша обязанность, если это для мужчины, а для женщины наша забота, это передать наши знания, умения, навыки, ценности, ну и в первую очередь любовь младшим. Почему в первую очередь? Даже это не в первую очередь, а это основа, на которой и призма, через которую мы должны все это передавать. Если мы просто основываемся на долге, то это может быть не всегда экологично. То есть почему происходит иногда такие вот в доме, в некоторых семьях даже есть насилие, да, вот, когда дети страдают. Это происходит только потому, что вот, вроде старшие все правильно делают, вроде они все передают. Вот как вот по ощущениям, там, скажем так, по мировоззрению старших, они их учат. Они наказывают, но они их учат. Это необходимость. Но происходят те вещи, когда в эти моменты они забывают о любви. Что такое? И вот здесь мы подошли к одному моменту. Я бы хотела базироваться на вот таких заповедях, которые нам еще оставил великий педагог Януш Корчак. Большинство знают, они в интернете очень распространены. 10 заповедей Януша Корчака. Это выдающийся польский педагог. И вот он отказывался во время войны свою жизнь спасать трижды, знаете. И когда в третий раз уже все обитатели дома сирот, где он был педагогом, поднялись в вагон поезда, отправлявшийся в концлагерь, и к нему подошел офицер, спросил: сказал: я вас знаю, я читал ваши книги, вы можете быть свободны. Я, говорит, с детства зачитывался вашими книгами, да. И он сказал: а дети? Вот детям придется все-таки ехать. И он отказался, говорит, здесь, как он сказал, ошибаетесь, я не могу быть свободен, не все в мире мерзавцы, да. И у него уникальные труды, конечно, каждому бы родителю почитать. Я хотела бы сегодня их разобрать. У нас по времени же есть время, да? Прям по пунктам. Первый пункт, да? Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. И вот это первый конфликт, который возникает в большинстве случаев у родителей с детьми, потому что видение родителей не совпадает с тем, что хотят дети. Или родители не до конца понимают способности и качества, с которыми родился у них ребенок и для чего он родился. Прежде чем раскрыть эту первую заповедь, я бы хотела обратить внимание на 8-ю. Ребенок – это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод от плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Вот прислушайтесь, в то время, когда он написал эту заповедь, его первое слово было здесь написано «Бог», которое он потом заменил на слово «жизнь». Так вот, если говорить такими словами, как он первый раз написал, то получается так, что это та драгоценная чаша, которую Бог дал тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не наш свой ребенок, а душа, данная на хранение. То есть, если через призму понимания того, что ребенок-то не мой, это подарок Бога, которому я должен передать все лучшее в этой жизни. После такого осознания поменяется ли у вас отношение к своим детям? Это не ваша заслуга, это
и по сути-то, и вы являетесь-то тоже. То есть она, по сути же, не создавали родители каждую нашу клеточку там и начали гонять кровь по нашим венам там и так далее, да. То есть это же все то, что, как говорится, дано Всевышним, да. Вот, и поэтому к ребенку относиться как к собственности – это уже преступление, вот скажем так. Так вот, и вернусь теперь к первой заповеди. И если ты не ждешь уже от него там каких-то таких вот, что он будет такой, как ты, понимая, что у него свое предназначение в этой жизни, с которой его сотворили, да, то ты, соответственно, стремишься понять, наблюдать за своим ребенком, улавливать его сильные стороны, его слабые, какие в нем качества заложены, и делать акцент, упор на развитие этих качеств. И тогда раскрывается вот именно тот потенциал, вот этот огонь, о котором писал Януш Корчак. Второе. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Вот это вот интересный момент, потому что в большинстве случаев у нас, у родителей, не только у нас, вообще на всем земном шаре, да, потребительское отношение. Не только к окружению, но и к своим детям. И вот как он раскрывает. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот третьему. И это необратимый закон благодарности. То есть вот она же. То есть не ждать от ребенка, чтобы он вернул, как обычно говорят, время вложенное, там, труды вложенные, финансы, а радоваться, когда он создает свою семью, и видеть, как он делает по аналогии то же самое, что когда-то делали вы. То есть заметьте, что дети будут себя в семье вести именно так, как было заложено в их семье. Это тоже закон природы. Вот был эксперимент на обезьянках. На обезьянках, когда так получилось, что обезьяна-мать умерла в природах, и обезьянам сделали такой вот, куклу, макет, который подсоединили там трубочки, как поступало молоко, и обезьянки просто подбегали, питались и убегали. То есть, как правило-то, обезьяна, она же держит своих детенышей, кормит, и потом происходит воспитание своеобразное у обезьян. А вот эти обезьянки, они выросли таким образом, что они сами просто подбегали и убегали. И что вы думаете, когда они выросли, эти обезьянки? Они вели себя точно так же. Они вообще не замечали своих детей. И их детям приходилось подбегать, чтобы хоть как-то там уловчиться и покушать. И это эксперимент заставил задуматься ученых, и они проводили лонгитюдные опыты. Лонгитюдные — это которые занимают несколько десятилетий, по которым также было выявлено, что мать даже держит ребенка при кормлении так, как держали ее. То есть некоторые держат так, некоторые лежа кормят. И точно так происходит, допустим, с дочерью. Она вырастает, точно. Как это происходит? Это закладывается на подсознательном уровне. Так вот, поэтому вот этот момент нужно понимать, что если уже такие вещи закладываются, то как мы воспитываем своих детей, это будет именно тот шаблон, по которому будут они воспитывать своих детей. Вот это и есть благодарность, закон благодарности, необратимый закон благодарности, о котором говорил Януш Корчак. Третье. Не вымещай на ребенке свои обиды. Обиды в старости это не есть горький хлеб. Понимаете, да, что чтобы не есть горький хлеб на старости, не стоит себя держать в руках во время воспитания, потому что посеешь, то и пожнешь. Далее, не относитесь к его проблемам свысока.
Жизнь дана каждому по силам. И будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку у него нет опыта. Вот здесь мы как раз, помните, я вам вначале упомянула относительно сложности жизни. То есть каждому дается по силам. И вот здесь ребенок, например, маленький ребенок, ну поцарапался, заплакал. А для взрослого, для старшего, ну что, ничего страшного, ну что ты плачешь, ничего в этом не происходит. А для него это первый опыт, и это такая ужасная боль. То есть для него это действительно боль. И в этот момент, отнекиваясь и говорить, что это ничего страшного, это еще сильнейшая боль. Почему? Потому что чувства его не учтены. И педагоги, специалисты, да, они всегда обучают тому, что в этот момент что ребенку нужно? Сострадание, чтобы ему было легче, обратить внимание и понять, что ему сочувствуют. Вот. То есть понимать, что каждая проблема у ребенка, она для него важна так же, как у вас проблема на данный момент, которая вот жизненная. Дальше. Пятое. Пятое – это просто с восклицательным знаком «не унижай». Шестое. Не забывай, что самые важные встречи человека – его встречи с детьми. Обращай больше внимания на них. Мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. Прежде чем распаковать вторую часть вот этой заповеди, я бы хотела обговорить первую. Самые важные встречи человека – это встречи с детьми. Насколько современный человек перестал встречаться с детьми своими, лишился этих важных встреч. Почему важных? И как если теперь ребенок, он же ведь теперь воспитывается не на ценностях семьи, в которые мы закладываем, а на ценностях Ютуба, на ценностях там мультфильмов каких-то там. И причем это не выверенный контент, который вы подготовили и знаете, что вот здесь воспитательные какие-то функции в этих мультфильмах, вот это он смотрит и спокойно ходите. А это то, что вообще бесконтрольно, то, что вот он просто лазит, что вот ему там пригляделось, и вы даже при понятии, возможно, не имеете, что он там видел, да? И что потом он дальше будет нести в жизни, как мы говорили. С детства вот это соприкосновение родителей и детей – это очень важная часть, даже в плане взаимообмена энергий. То есть то тепло, которое ему необходимо получать от родителей. Вот японцы, да, они доказывали, японские педагоги, в одной работе было доказано, что ребенка как минимум в день нужно обнимать и целовать 16 раз. Вы представляете себе? Да? Как это? Как они это посчитали, я, правда, не знаю. Но это настолько важен этот контакт. Важно это внимание. Почему они, по-видимому, посчитали, я тоже догадываюсь, потому что японцы тоже люди занятые, да, насколько у них вот это все прогрессирует. Но они пытаются это вот таким образом, видимо, компенсировать. Вот. Ой, столкнулся он по дороге на кухню, надо обнять и поцеловать. Столкнулся он там по дороге в ванную, надо обнять и поцеловать. Но только, почему? Но только не пройти мимо. А у нас мы можем в одной квартире целый карантин находиться и не разговаривать даже. Ну вот так вот, да. Дальше. И вот вторая часть – это обращай больше внимания на них. Мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. Вот здесь очень интересный момент, что я просто слышала одну историю, а я не
не буду даже там говорить, где, что, как, но вот эта история меня немножечко в свое время очень впечатлила, хочу поделиться. Был такой конфликт у родителей с сыном, когда он уехал из дома, он поменял религию, если я не ошибаюсь. И у них там, где христиане, что-то там, ну, и у них получился вот на этом фоне конфликт, что они прямо вот так сильно перессорились, что они сказали, что мы отказываемся от тебя, да. И через несколько, ну, где-то через 10 лет, кажется, даже, да, там один отец, что ли, заболел, и ребенок вернулся, заболел, умер, а мама болела, и ребенок вернулся, и как-то вот все-таки отношения холодные, потому что еще этого принятия не было, что вот ребенок же родной, а вот такая ситуация. Но, видимо, как-то обговорив, он ее повез с собой, увез в другую страну, и каково было ее удивление, когда она увидела, как к нему там относятся. То есть, когда он вошел, все просто начали ему кланяться. То есть все и за ним ухаживать. Это был большой человек в том обществе. И она просто вот так вот встала, посмотрела и сказала: кто ты? Вот, понимаете, вы никогда не можете знать, кто ваш ребенок. Каждый ребенок — это есть частичка Бога. Мы знаем же, что в сердце каждого, да, частичка Бога, да, но это 100%, да. И здесь вот на это указывал Януш Корчак, что вы не знаете, кто у вас растет. Вам это не дано. Это дано свыше, там знают. Далее, 7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Просто помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все возможное. Оставлю вам это, чтобы вы об этом задумались. Далее, 8 я вначале обсудила с вами. 9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему. Здесь, мне кажется, тоже все сказано. И 10. Люби своего ребенка любым, неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, потому что ребенок – это праздник, который пока с тобой. Правда же? Вот когда мамы обычно ребенок лежит в кроватке, мы думаем: ну когда же он уже поползет, Не наслаждаясь этим моментом, мы ждем, когда он поползет. А когда он пополз, ну что же это такое? Ну уж когда он пойдет. И потом хватаемся за голову, что он побежал и все. То есть, когда мы хотим, он пошел в садик, а мы хотим его потискать, как раньше, а он уже не дается. То есть эти моменты, их нужно, как все учат, да, жить здесь и сейчас. Вот нужно радоваться и устраивать себе праздник, пока он с тобой. Потому что когда он вырастет, вот тогда, может быть, уже, может, он тем более не даст. Не то, что поцеловать, может, и обнять, да. То есть разные ситуации бывают. Поэтому это очень важная часть, и поскольку я упомянула сегодня еще момент относительно гаджетов, да, просто такой момент, что проблема с гаджетами – это чувствовать этот ветер, как мы по кораблю показывали, да, чувствовать, что это жизнь, это современность требует. И здесь нужно лавировать. Каким образом? Подбирайте контент, не отнекивайтесь, не ленитесь. Ребенок должен учиться, он должен владеть гаджетами. Это современный мир, в который он войдет, хотите вы этого или не хотите. Закрываете вы от него это, не закрываете, он с этим столкнется. Но наша забота и задача родителей – научить ребенка
разбираться, что плохое, что хорошее, не только в жизни, но и в интернете. Указывать, разговаривать, общаться. И, соответственно, ребенок будет подкован, и вы будете спокойны. И он будет хоть дальше и дальше, он завтра уже, он даже будет, когда работать, но он уже будет обучен. Вот этот момент. Дальше слайд, если поставите, мы подойдем к заключительной нашей части. Это основа крепкой любви. Ну и сейчас мы подойдем к последней, к заключительной части. И хочу, чтобы вы понимали вот эту вот взаимосвязь сохранения семьи. Почему мы говорили о сохранении? Потому что, как последние данные ученых, психологов, педагогов показывают, что общество не эволюционирует, как нам всегда нас учили, а деградирует. И как это доказано? А вот на простых вещах, предметах природы. Если вы яблоко поставите, придете через неделю, оно не эволюционирует, оно сгниет или усохнет. Так и в обществе происходит. Вспомните лет 10 назад какие ценности, а лет 20 назад какие были ценности. А моя бабушка рассказывала, что если парень до девушки даже рукой притронуться не мог, если он это сделает, то опозорил. То есть ценности, то есть общество деградирует. И важность семьи в чем сохранение? В сохранении ценностей, которую мы получали от наших родителей, предков, вот этой всей преемственности. И почему резкая деградация пошла? Потому что прервалась эта преемственность передачи ценностей. И сейчас вот мы поговорим об основах крепкой семьи. То есть то, что испокон веков наши предки знали, что нужно для крепкой семьи, какие ценности, что если их не будет, то семья уже на каком-то дырявом фундаменте стоит. Уже будут проблемы, уже будут какие-то страдания, да? То есть первый этап, вот давайте по этапам разберем. То есть когда возникает семья, это влюбленность, может быть, да, ну, где-то вот любовь, влюбленность, уважение я вот поставила в одну, как говорится, в один этап. Почему? Потому что в современном обществе замечается такая тенденция, что не всегда семьи по любви создаются, по выгоде в большинстве случаев, как вот получается, да. Что поскольку материальные ценности вышли вперед, то и ценности семьи меняются, и создаются семьи на основе ценностей материальных. Так вот, и поэтому, конечно, в идеале это пусть любовь, но вместе с тем уважение должно быть. Уважение должно быть для создания. А вот истинными ценностями, конечно, которые в семье должны присутствовать, чтобы она была крепкой. Это, пойдем сейчас по порядку, правдивость. Там, где есть ложь, извините, фундамент не крепкий. То есть, если не может муж с женой или жена с мужем обсудить какую-то волнующую ее или его проблему спокойно, во взаимопонимании, а приходится там лавировать, где-то хитрить, утаивать или привирать, приукрашивать, то, соответственно, это же ведь не крепкая семья, согласитесь. Это уже есть какая-то пробоина в этом фундаменте. Чистота. А насколько важна чистота? Ну, в первую очередь, это нам коронавирус показал.
Вот, то есть то, что когда наши родители были маленькими, это было прямо вот первостепенным, да, всегда вот какие-то вот такие вещи. Но нам уже казалось, что мы чистые, да, но нас обучили этому заново. Чистота не только вне, как говорится, вашего тела, чистота ваших мыслей, чистота вашей речи. А насколько это важно, вы даже не представляете, особенно в воспитании. Почему мы говорим о чистоте мыслей? Потому что о чем вы думаете, о том вы рано или поздно будете говорить, а то вы излучаете. Смотрите, почему сейчас все говорят о карме, да, вот это заимствованное слово, как карма. В действительности что происходит с научной точки зрения? А с научной точки зрения то, о чем мы думаем, это вибрации, мысли это вибрации, они излучаются в нашу ауру, транслируются в нашу ауру. То есть наша аура, она наполнена тем, о чем мы думаем. И если это было в большинстве случаев негатив, то нас будет жизнь учить. Ах, негатив, пожалуйста, негатив и будешь получать по жизни. Если же у нас хорошие мысли, скажем так, позитивные, или, как бы вам еще объяснить, это больше процесс самовоспитания и самодисциплины, потому что жить чисто на позитивных мыслях тоже невозможно. Это немножко другой момент психологии, об этом, если будут вопросы, мы поговорим. Я и говорю сейчас о самовоспитании, самодисциплине, насколько вы себя знаете, насколько вы знаете свои теневые стороны. Вот мы немного упомянули с вами о развитии личности, да, в прошлом слайде. Это насколько вы знаете свои теневые стороны, настолько вам будет легко уже общаться с другими. Почему это взаимосвязано? Немножечко отойду, поскольку считаю, что это важно осветить. Вот допустим, вас вывело из себя какое-то грубое слово или какое-то предложение, которое было сказано грубо, или вас вывела из себя чья-то невнимательность. Как это он пренебрег и так далее. То есть разные ситуации бывают, да? И если, согласно тем примерам, которые я вам показывала, тем установкам, которые я вам показывала в предыдущих слайдах, о том, что жизнь, она учит, что ситуации – это уроки, люди – это учителя, то тогда, согласно этому, если вы правильно идете, то вы поймете, что ага, это есть во мне. Но я не хочу этого принимать, поэтому это меня раздражает. Принимать. Я не принимаю, что во мне есть пренебрежение к людям. И меня раздражает, что со мной так обходятся. И сейчас моментом, например, все скажут, нет, это не так. Во мне этого нет. А в этом вся и суть. Потому что вы этого не принимаете, и вы не согласитесь, что у вас это есть. Это вам жизнь показывает, что у вас это есть. И по отношениям показывает, у вас это есть. Или, например, женщины, в большинстве случаев, допустим, страдают там дома конфликт, что там говорят муж, там тиран, такие-то вещи, да. А сколько внутри агрессии самой женщины? И если она не показывает, но это есть в ее ауре, она об этом думает, и она это транслирует, и все, и с тобой будут вести так, как ты это транслируешь. Вот, например, на остановке был такой вот опыт удивительный для меня. Вот, и это, видимо, было, на тот момент это было для меня, видимо, как необходимо, чтобы это я сейчас, как пример вам рассказала. Это вот человек, просто стоит человек. И рядом стоишь и не поймешь, что такое, не знаю я этого человека, совершенно не знаю, такое вот желание как-то его как будто ударить. Извините, да, отошла от него, прошло. Понимаете, это в его ауре. Это в его ауре, понимаете, вот эта агрессия, вот это вот какая-то ненависть, да, и все, и с ним будут поступать так же.
Вот это я об этом. О том, что чистота нужна уже на уровне мыслей, а потом уже на уровне языка. Но если пока с мыслями еще идет работа, вот это самовоспитание, да, то хотя бы языка. Никогда не допускайте там матерных слов, там, да, каких-то вот, особенно при детях, да, это такие, ну, это отдельная тема, тоже, если будут запросы, мы это обсудим. Далее, доброта. Ну вот доброта — это и то, что в принципе с детства, из книжек нас этому учили. Я не буду останавливаться, я тогда пойду дальше. Разборчивость. О том, о чем сегодня я уже упоминала при обсуждении работы с гаджетами. То есть этому нужно обучать. Этому нужно обучать детей разборчивости. То есть разборчивость в одежде, разборчивость в еде, разборчивость в отношениях, разборчивость в получаемой информации. Понимаете, насколько это сейчас актуально? Почему? Потому что информации сейчас просто огромные вот гигабайты, которые вы сами не успеваете переваривать. Да? Это нужно уметь разбираться. Но вы-то уже более-менее как опытный, вы знаете, ага, вот сюда я уже не буду заходить, я знаю, вот это я вот так вот по заголовкам поняла, да, что не буду читать, но вот здесь вот, наверное, вот это мне полезно. И то же самое обучать ребенка, да, конкретно что тебе надо обучать правильно, допустим, вводить фразу, которая необходима, да, то есть чтобы там не размыто, не расплывчиво получит не то. То есть разбираться в контенте, разбираться в людях, даже в друзьях. Ну, это такие моменты. Как правило, они еще идут, конечно, на примере от родителей. Когда ребенок наблюдает тоже и подсознательно, как мы говорим, уже он усваивает. Но сейчас этого взаимодействия такого тесного, как раньше, нет. Когда ребенок, смотря на родителей, мог этому учиться. Сейчас японцам приходится на ходу ребенка обнимать, целовать. Соответственно, надо обучать этой разборчивости как-то. Потому что в противном случае он этому учится в гаджетах. Вот. Далее, знание. Знание здесь подразумевается мудрость. Чем они отличаются? То есть, смотрите, не все знания можно назвать знаниями. Или знания, которые получаем и в школе, и в университете, да, это знания, как зарабатывать. Это вклад в инвестиции финансовые, какую-то финансовую свою часть. Но это не знание о жизни. Это не знание то, как себя вести в той или иной ситуации, которая там случается, какой-то там проблеме. То есть то, что ты знаешь на своем опыте, ребенок еще не знает. И наша забота как старшего этот опыт передать, чтобы знание этого опыта передать, чтобы обезопасить его от этого опыта. И он не получит этого из интернета, этого опыта, а учит жизнь только опытами, ситуациями, проблемами, да, как я говорила, проблема переводится с английского задача, то есть вот такими задачами. Далее терпение. Терпение, ну это во всех смыслах, не только в плане того, чтобы терпеливо ждать. Сейчас дети, заметьте, нетерпеливые, страшно. Да? Уже с рождения родители детей слушаются. Вот понимаете, вот ну так вот. Да, ребенку там 4-5 лет, а если не послушался родитель, там такое устраивается, да, что приходится, родители все вокруг так никакого терпения, да, вот. В школах тоже никакого терпения, дети неусидчивые, не могут, нету вот этого. То есть это настолько важное качество, которое ему в жизни, потому что когда он подрастает, он не выдерживает, он не терпит никаких вообще... То есть если он уроки в школе не может усвоить, уроки жизни как будут усваиваться? Как? Я не потерпел то, что сказала мне какое-то там замечание сегодня другая жена.
А она тоже нечаянно что-то сказала, третье. То есть вот в чем будет складываться потом в взрослой жизни, вот такое вот неумение терпеть, да, или у женщины, скажем так, да, что сейчас же женщины у нас в большинстве случаев сильные, да, вот, ну, независимые, соответственно, как это терпеть. Ну, складываются такие ситуации, да. То есть это все, Лимана Хамановна, это терапия. По большому счету, да, этому нужно обучать. Этому нужно обучать родителей. Родителей и давать, чтобы они могли это делать, соответственно, следующему поколению. Целомудрие – очень важная часть. Целомудрие от слова «целый», «мудрый». Да? А мудрый, мы как понимаем, это знания, которые ты используешь в жизни. Да? То есть и эти знания остаются целыми. Ты их не растрачиваешь. В каком смысле мы теперь это с вами рассмотрим? Это все на уровне энергии. Да? На уровне энергии мы с вами общаемся, на уровне энергии взаимодействуем, на уровне энергии мыслим, да, и у нас происходит взаимообмен энергиями, взаимообмен. Но если же мы отдали, а взамен не получили, мы эту целомудренность потеряли. Понимаете, да? Что это не только в физическом плане, как мы понимаем, целомудренность, да, а во всех смыслах. А вот, кстати, в физическом плане это в первую очередь детям нужно прививать, а сейчас наоборот, детей учат, как предохраняться. Вот как вот деградировало. А мы говорим об эволюции. Нет, общество не эволюционирует, оно деградирует. Вот. И вот это нужно не просто восстанавливать эти ценности, вернее, не просто сохранять, а восстанавливать в полном смысле этого слова. Потому что энергию, которую потеряла девочка, это женская энергия, она ее не восстановит. Все. Как вам это донести? Женская энергия, она дается от матери при рождении девочки. При рождении. И далее эта энергия направлена на то, чтобы поднимать мужчину, мужа. Она за мужем. И она этого мужа должна поднимать этой энергией, которую она унаследовала от женского рода своего, из поколения в поколение. А если она ее утеряла, то муж развивается своим способом. Она не питает его. Вот так скажем так. Вот, да? То есть уже получается семье нужно восполнять какие-то. Ну, сейчас, конечно, это возможно за счет дополнительных как-то вот ресурсов. Это в природе всегда так происходит, что да, допустим, человек, если не видит, но у него хороший слух, да? Там человек не слышит, но он все может понимать уже только по вашим жестам, да, по вашим. То есть и женщина сейчас, поскольку эта современность настолько вынудила, так скажем, женский род немножко утерять многие моменты, она стала в других вещах. Приобрела какие-то качества, силу, но это не восполняет, конечно, природные качества, но их просто нужно уметь теперь донести до последующего поколения, что это важно сохранять. Далее щедрость. Щедрость – это о том самом балансе брать-давать. Баланс, потому что в современном потребительском обществе, да, когда у нас только вот потребительские какие-то вот отношения, взаимовыгодные, да, они истощают человека, истощают. А все, что истощает, и все, где происходит утечка этой энергии, это всегда страдание. То есть что такое счастье? Счастье – это сохранение и приумножение энергии, которую мы называем любовь. Да? То есть это жизненная энергия, это любовь. И вот ее сохранение и приумножение – это есть счастье. Как только вы потеряли,
вы страдаете, вы плачете, потому что вы потеряли, это такое драгоценное, это то, что вам Бог дал, да, Всевышний, и вы это утеряли. И вот чтобы вот этих вот не происходило утечек, да, должен быть вот этот закон сохранения энергии. Как мы с вами уже об этом говорили, баланс брать, давать. Если ты взял, а не отдал, в обратку что-то, взаимообмена не было, с другого места заберут у тебя. Это закон сохранения энергии. Заберут. То есть, допустим, там, я не знаю, ты обидел там в магазине кого-то, а тебя дома супруга видит. Вот так. Или, допустим, ты решил сэкономить там, сдачу там не додал. В 3 раза больше потеряешь. Вот, как правило, да. Но вместе с тем, конечно же, что когда же ты даешь, но даешь не с целью, а чтобы у меня больше было, то есть это уже выгода идет, да, то есть это уже какая-то вибрация низкая. То есть если с такой целью давать, ой, мен садака беременна, чтобы у меня было там, приток был, не будет притока. Это щедрость, она вот здесь, это другое, у щедрости другая вибрация. Эта щедрость, она идет от благодарности Всевышнему за то, что Он тебе дает, за то, что ты живешь, за то, что ты утром проснулся. Да, это вот мудрецы, да, как говорят. Сколько людей, говорит, в мире не проснулось, а вы проснулись. За то, что у вас родители живы и здоровы, за то, что ваши дети накормлены, напоены, за то, что у вас все хорошо, у вас все есть, у вас есть тот достаток, которого, например, нету в Африке, да? У вас есть тот комфорт, которого, например, нету в аулах, там, каких-то очень отдаленных, да? То есть вот это самая благодарность Всевышнему, а все вокруг вас, это есть что? Это творение Всевышнему. И вы благодарите Его тем, что вы помогаете этому творению, что вы делитесь тем, что у вас есть. Улыбкой, хорошим настроением, комплиментом, нахождением, вот это интересный момент, сейчас я вот озвучу, когда вы видите в другом человеке какие-то хорошие качества. И не просто видите, а еще ищете дополнительно. А еще, он так сказал, какой он великодушный. Она как отреагировала, какая она внимательная. Можете не озвучивать, но вы нашли. И вы послали этот позитивчик. Понимаете? И этим вы ценны для природы. Природа. Она всегда при родах. Понимаете? То есть вы рождаете все что-то чистое, светлое, новое, красивое. Вот в таком плане вы нужны природе, вы нужны Вселенной. И значит, вам будут давать. Это вот такой вот взаимообмен. Да? Далее, религиозность. Религиозность и понимать, конечно, по-разному. Я не знала просто, как это написать, но здесь суть в том, что дети и вы должны понимать, что не ваш ум ваши ногти сотворил, да, и там, скажем, не какой-то там механизм гоняет кровь по вашим венам, да, там не какая-то там аппаратура, купленная в Китае, там ваше сердце качает, да, то есть кто это создал, что кто-то же это создал. Неважно, к какой вы религии относитесь, к какой конфессии, но ваша задача, что вы должны иметь эту благодарность к Творцу, к Создателю. Вот. И передать вот эту духовность, передать последующему поколению. Вот эту духовность, благодарность, нравственность. То есть, если нет вот этого вот отношения благодарности и духовности, да, то смысл вот этих всех качеств теряется. Они теряют свою чистоту, они теряют свою какую-то цель. И вы не сможете ребенка воспитать на этих качествах, если вы не объяснили ему, кто творец всего живого. Ведь ни один ученый на свете, какой бы он гениальный ни был, еще не создал зерно, из которого бы проросло растение.
Ну вот не создал. Клонировать клонировали, все что угодно там сделали, но вот пока вот зерна не получаются. Ну вот не растут эти зерна искусственные. Вот, то есть эти вещи, к тому же я говорю, что мы можем нашу гордыню взращивать, что мы умные, что мы все можем, там, мы космос покоряли, но это не так, это гордыня, это эго. Вот. Поэтому религиозность, она должна быть на первом месте в действительности. Вот. И поскольку, если она у вас будет, тогда нужно эти взаимоотношения с этой абсолютной истиной или с высшей истиной, или с Богом, как вы это в вашей религии, допустим, это Аллах или Иисус, или с какие конфессии вы относитесь, да, вы с этим Богом должны взаимоотношения строить и развивать эту любовь. То, как вас любят, вы должны любить так же. И вот тогда вы придете к абсолютной, безусловной любви. Что такое любовь безусловная? Да? Это когда вы как ребенка. Ну, нахулиганил, ну вы же его любите. Ну, правильно. Ну, да, есть какие-то... Ну, куда денешь эту любовь? Но почему нельзя любить так другого человека? А этой безусловной любви нету. А ее не будет, если нету взаимоотношений со Всевышним. И только когда у вас начинают развиваться взаимоотношения со Всевышним, когда вы регулярно молитесь, там, общаетесь как-то вот по-своему, там, сердцем, или кто в намазе, кто в каких-то молитвах, да, тогда у вас идет духовный рост. И вот это уже другая, конечно, тема, это уже чуть-чуть выходит за область нашего сегодняшней лекции, но я хотела просто осветить, что это та необходимость, без которой дыхания даже не будет, да, вот, скажем так, вот. И этому нужно будет тоже обучать детей, обучать взаимодействовать со Всевышним. И здесь тоже у вас будет свой опыт в этом взаимодействии. Тоже этот опыт вы должны будете передавать.